Сибай признан самым успешным городом по работе с общественными инициативами. Минфин подвел итоги действия программы в нынешнем году. В разгар строительного сезона скидка почти вдвое, а выгодные акции объявила компания «Монолит». Что такое кумыс и как он делается, юные почемучки получили ответы на свои вопросы благодаря Союзу отцов. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. В Башкортостане названы самые успешные и активные города по работе с общественными инициативами. Министерство финансов республики подвело итоги программы по поддержке местных инициатив. Всего на конкурс от городов поступило 111 заявок. Самыми успешными городами по работе с общественными инициативами стали Сибай – победа 6 заявок из 6 и Межгорье – 5 из 5 заявок. Среди самых активных городов – Нефтекамск и Стерлитамак. Разработчики программы отмечают, что в этом году наблюдается увеличение проектов, связанных с благоустройством и ремонтом объектов образования. В числе востребованных направлений – дороги, водоснабжение, обустройство мест захоронения, объекты культуры, детские и спортивные площадки, а также проекты, связанные с противопожарной безопасностью. Общий объем финансирования программы поддержки местных инициатив в 2017 году в нашей республике составит более 445 миллионов рублей. Это региональные и местные бюджеты, вклад населения и спонсорские деньги. Август месяц традиционно служит самым разгаром строительного сезона в нашем регионе, что обуславливает значительный рост потребительского спроса на продукцию строительного назначения. Одним из профильных предприятий в нашем городе является общество с ограниченной ответственностью «Монолит». С момента основания компании прошло немногим более года, потому нынешний строительный сезон является первым показательным рубежом, на который предприятию удалось выйти с отлаженными производственными мощностями. Тему продолжит Ренат Музафаров. Производственное предприятие «Монолит» – постоянный герой наших сюжетов. Технология производства кирпича, основанная на использовании местного сырья, а также амбициозные планы руководства по выводу национального продукта на большой рынок в свое время заставили обратить внимание городской общественности на молодое предприятие. Производство строительного материала было отлажено и стартовало летом 2016 года. Поначалу молодой компании довелось столкнуться с естественными трудностями, главной из которых стало освоение потребительского рынка в условиях глобального финансового кризиса. Последний наш визит на предприятие состоялся пару месяцев назад. С тех пор склад готовой продукции, располагающийся на территории цехов, заметно опустел. Как комментирует ситуацию руководство, в процессе предприятия планирует значительно нарастить производственные темпы. Производительная мощность нашей линии – это 1 миллион кирпичей в месяц. Сырье потребляем свое тоже, это известковый карьер. Их цемент, Магнитогорский завод, красители уже по всей России. Потому что цветовая гамма большая. И приходится уже по всей России цветовую гамму собирать краски. Вот сейчас продвигаем все рекламные эти договора, заключаем с продавцами, с торговыми строительными магазинами, с дилерами по сбыту. Кирпич геометрия очень хорошая, даже внутренняя штукатурка не требуется. Вот это удешевление на стены. Штукатурки не требуется, только шпаклевка уже стен. Техническую базу предприятия сегодня составляет одна производственная линия, для обслуживания которой задействовано 16 штатных сотрудников. По мере роста потребительского спроса ввести в эксплуатацию планируется вторую дополнительную линию, оборудование для которой уже ожидает монтажа на территории предприятия. Компенсировать производственные издержки сегодня в основном удается за счет розничной торговли. Руководство предприятия активно принимает меры, направленные на дополнительную стимуляцию спроса в данном потребительском сегменте. У нас вот сейчас к Дню строителя акция и к Дню города Сибая акция на всю продукцию, скидка до 40%. Так что, при том, что кирпич у нас отпускная цена была, сейчас реализация 10 рублей. Сейчас у нас со скидкой кирпич будет 7 рублей. В данный момент это до 31 августа, пока акция длится будет. Ну а там видно будет, может продлим. Все, кто строится в городе Сибай и в ближайшие округи, приезжайте к нам за продукцией, за кирпичом, за брусчаткой. Адрес наш индустриальный проезд 7, это район Жалдарцеха. Телефоны все будут по телевидению бегущей строкой. И все, обращайтесь. Отгрузки все на месте, доставка по городу бесплатно. Продукция, выпускаемая предприятием «Монолит», полностью сертифицирована.
Качество вибропрессованного кирпича и тротуарной плитки, насчитывающей несколько вариаций форм и расцветок, успели оценить как профессиональные застройщики, так и представители малых объектов частной застройки. Уже в сентябре этого года компания планирует представить образцы своей продукции на крупной строительной выставке, которая пройдет в городе Уфа. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ. Спортивные игры, познавательные мероприятия, мастер-классы по изготовлению кормушек. Созданный в нашем городе Союз отцов постепенно набирает обороты, вовлекая в свои ряды все новых участников. Так, на днях активистами была организована экскурсия на кумысную ферму. Зеленые поля, отсутствие связи, полное погружение в национальный быт. Все это является одной из особенностей туристической базы «Этнотур Ирандык». Союз отцов города Сибай выбрал именно эту ферму, чтобы дети смогли посмотреть на жизнь вне городских условий и почувствовать национальный колорит. На территории базы построены юрты, обустроенные по всем обычаям. На первом совете Союза отцов, когда мы планировали, одна из у нас этапов походов было специально посмотреть, как делают кумыс. И действительно, вот не только в Баймакском районе, не только вот за Урале, это один из самых красивых мест, где делают очень замечательный напиток кумыс. И мы поэтому планировали его провести в июне, но вот получилось, что мы вот в августе. И действительно, сегодня нам было очень приятно, что 8 машин, дети, взрослые, дедушки, бабушки, мама, отцы приехали посмотреть этот удивительный центр, где делают этот замечательный кумыс. После показательной экскурсии гостям было предложено покататься на лошадях и посетить мечеть. Желающие могли даже поработать на поле и ощутить на себе тяжелый крестьянский труд. Позже всем было предложено опробовать кисломолочный напиток, производящийся на ферме. Кумыс здесь делается по древнему рецепту. Кумыс – это кисломолочный напиток, делается из кобыльего молока, добавляется закваска и путем нехитрых движений, вот таких вот, в деревянных бочках заквашивается кумыс. Делается он порядка не менее 6 часов. После этого приобретает такой немножко кисловатый вкус и можно уже применять, употреблять его. Данное крестьянско-фермерское хозяйство открыто в 2000-х годах. Поводом для его создания послужила нехватка рабочих мест. Проблема актуальна для сельской местности. Сподвигло то, что сельское население безработно. Предоставляем сельскому населению кое-какую-никакую работу. Доим кумыс, развиваем лошадей, башкирский племенной тип. Вот это, в принципе, и сподвигло то, что сельскому населению не хватает работы. Хорошая организация мероприятия Союзом отцов и познавательные рассказы владельца кумысной фермы произвели на присутствующих только положительные впечатления. Такая экскурсия всем пришлась по душе. Очень все замечательно, все красиво. Планируете ли вы еще посещать такие фермы? Именно вот на эту. Очень хорошо устроено здесь, кумысный. У меня тоже вот это прадеда держали лошадей, кумыс пели всю жизнь. Это прадеды, прабабушка. Вот мы тоже хотим детей приучить к этому. Для здоровья она очень полезная. Сюда тоже с Сибая я приехал первый раз. Мне понравился Яйляу. Очень красиво здесь. И кумыс вкусный. Мы здесь не первый раз. Вот, мы очень любим сюда приезжать. Здесь очень красивое место. Здесь очень интересно кататься на лошади. Вот. И, мы, наверное, уже 3-й год приезжаем сюда. Хороший воздух тут, красивая природа. Потом, и мне больше всего нравится то, что тут есть лошадь, лошадь, короче. А какая лошадь именно есть? Лошадь? Пегас. Мы приехали из Уфы и как раз хотели остановиться поотдыхать на озере Банном, это вот недалеко от Магнитогорска. Но так случилось случайно, что мы попали вот на эту ферму, и нам очень понравилось само расположение, природа. И, конечно, кумыс – это уже издавна известный национальный башкирский напиток, который славится своими не только вкусовыми качествами, но и полезными свойствами. И я теперь от себя уже решила для себя, что мы сюда обязательно приедем всей семьей на отдых,
потому что прекрасные созданы условия. Во-первых, халяльная база, что немаловажно для развивающейся халяль-индустрии вообще в России и в Башкирии. Поэтому мы очень довольны и очень рады, что приехали сюда. Такие мероприятия Союз отцов намеревается проводить 2 раза в месяц. В ближайших планах ознакомительная поездка с детьми по Зауралью. Активисты хотят объехать красивые места и насладиться природой Башкортостана. Антон Чернев, Александра Половнева, Рустам Имангулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. Впервые в нашем городе прошла выставка продажи комнатных растений, участие в которой приняли как жители Сибая, так и близлежащих районов. Об изобилии фиалок и глоксиний в нашем следующем сюжете. Цветы создают уют и делают интерьер помещений живым и привлекательным. Кроме того, растения обладают полезной функцией. Они улучшают состав воздуха и очищают атмосферу в помещениях, выделяя большое количество кислорода и поглощая вредные вещества. Тем самым оказывают положительное влияние на здоровье человека. Уход за цветами – интересное занятие для всех возрастов. Однако разведение комнатных растений – дело непростое. Поэтому здесь не обойтись без определенных знаний по правилам ухода за растениями. В помощь цветоводам в Доме молодежи и была организована выставка-продажа комнатных цветов. Так, Анастасия Иващенко выставила свою коллекцию фикусов. В ней насчитывается более 50 видов, за которыми она ухаживает на протяжении последних 5 лет. Начала с одного единственного фикуса, который мне достался череночком. Сейчас он превратился в такое достаточно уже окрепшее растение. И с этого пошло. Где-то я покупаю, приобретаю, эти черенки выписываю, потому что по России очень много женщин, то есть любителей данного растения, которые выращивают их и формируют. За оригинальные коллекции и терпеливое взращивание порой капризных растений некоторые цветоводы были удостоены благодарственных писем. Их вручила заместитель главы администрации по социальным вопросам Гузель Шамгулова. Кроме того, все неравнодушные были приглашены принять участие в выставке цветов в День города, который пройдет 26 августа. Занимаюсь фиалками более 4 лет. Очень люблю эти цветы, за обильное их цветение, за разнообразие сортов. Есть махровые, полумахровые, гофрированные, простые. Фиалки очень пользуются спросом у любителей цветов. На выставке посетители смогли найти советы по уходу за растениями, как выбрать цветы, где их разместить, как правильно ухаживать и размножать их, а также выращивать красивые экземпляры, которые будут радовать глаз не только яркими цветками, но и пышной зеленью. Как показало мероприятие, такое общение для многих цветоводов оказалось весьма полезным, а потому в планах проводить выставки и в дальнейшем. Лена Кириллова, Александра Половнева, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работала Неля Ахмедшина. Удачи, до встречи в эфире.